Коми на 7-м месте по заболеваемости ковидом в стране. Статистика тревожная. Число заболевших близится к 400 за сутки. В больницах республики разворачивают дополнительные койки. Тяжелых и крайне тяжелых пациентов 7%. Жители столицы Коми жалуются на нехватку медперсонала. Дарья Вологжанина о том, как медики встречают новую волну ковида. Осень – сезон простуд, ОРВИ и гриппа. И снова идет ковид. Около 400 заболевших за сутки практически изо дня в день. Нагрузка на медиков растет. Уже сейчас на амбулаторном лечении только с коронавирусом около 4500 человек. На 1000 больше, чем недели ранее. А есть еще и другие респираторные заболевания. Поликлиники переполнены, в кабинеты терапевтов очереди. На стационарном лечении в основном пациенты средней тяжести, тяжелые и крайне тяжелые. Всего их 7%. Мы изменили маршрутизацию учреждений. Есть учреждения, которые работают с ковидом, которые не работают. Мы ежедневно анализируем рост стационарных пациентов, которые требуют госпитализации, и увеличиваем количество коек. Соответственно, на сегодняшний день у нас развернуто 423 койки для пациентов с коронавирусом. На них находится 361 пациент. И ежедневно мы смотрим, где-то увеличиваем, где-то уменьшаем, чтобы был определенный баланс. Но резерв коек, не менее 20%, мы его держим постоянно. Прием ковидных пациентов в столице Коми ведется в 2 поликлиниках – на Карла Маркса 116 и Ленина 75А. Задача пациентов – отсидеть многочасовую очередь. Удается не каждому. Вирус не щадит и медицинский персонал. Болеют врачи, медицинские сестры и братья. Медицинские работники у нас тоже в достаточно большом количестве переносят ОРВИ. Некоторые вынуждены уходить на листке нетрудоспособности. Дефицит кадров есть. Мы обратились за помощью в Министерство здравоохранения Республики Коми. С их помощью мы привлекаем кадры из других медицинских организаций города Сыктывкара. На сегодняшний день у нас уже пришли 2 врача, 2 фельдшера, медицинские сестры для работы именно в кабинетах по оказанию помощи пациентам с признаками ОРВИ. Помогают врачам студенты-медики. 21 ординатор мединститута СГУ имени Петерима Сорокина трудоустроен в медучреждения города. Не отстает и Сыктывкарский медколледж. 15 студентов вот-вот направят на помощь бригадам по вакцинации. Кстати, вакцинация все еще один из самых эффективных способов защиты от тяжелого течения болезни. Так считает ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Матюшин. Я уже 3-й раз за эти 2 года прививаюсь. Мне 93 года. Так, я ветеран Великой Отечественной войны. Вот пришел в начале месяца, сделал прививку, а сегодня 22-го тоже 2-ю прививку. Я болел, перенес легко, температуры не было. На сегодняшний день Республика Коми занимает 7-ю позицию по количеству заболевших в стране. Статистика тревожная. Остановить рост может только коллективный иммунитет. Он у нас пока снижен. А потому врачи напоминают о вакцинации, соблюдении социальной дистанции, масках и санитайзерах. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.